что никто вас не заставляет, не принуждает к этому, а вы сами осознанно хотите жениться. Второй это свидетели. Третий это махар. Махар, то есть подарок, скажем. Подарок, что вы можете от него хотеть, то есть требовать. Если он богатый, может от него, скажем, квартиру, дом, джип. Если он миллионер, скажем, пол его богатства. То есть зависит от его, скажем, состояния. Сколько у него что. Ну, например, можете, скажем, 5000 хочу. Или хочу сережки. Хочу колечко, скажем, да. Хочу вот что-нибудь золотое. Я не ношу золото. Машаллах, очень хорошая кружка. Повезло тебе, брат. Но что-то подарок, какой-то подарок, что вы должны от него. Что вы, например, хотите? Ну, кольцо, к примеру, серебряное. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилля Мухаммад ва аля али ва сахби аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлуль уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мы присутствуем на бракосочетании, скажем, венчании нашего брата Акмалуддина ибн Насруддина и нашего сестры Елена Валеровича. Лена, вот прежде чем совершать никах, иншаллах, я предлагаю вам выбрать один из мусульманских имен. Какую имя вам нравится, чтобы переменять свое имя? Ой, я даже не знаю, из чего выбрать. Дайте мне 3 варианта. Например, вам дам 4 варианта. Был Ася. Была такая женщина, Асия. Асия это жена фараона. Она на своем времени она была самой красивой и самая богатая женщина, потому что она была жена фараона. А фараон, он был, скажем, самым богатым, самым влиятельным тираном того времени. Но несмотря на все это, она уверовала в Аллаха Азза ва Джалля. А фараон говорил, что я являюсь Богом. А когда он услышал, что его жена верит в другого Бога, он, то есть, укорачивая историю, он мучил ее, мучительно убил ее. Поэтому Аллах Азза ва Джалля в Коране упоминает великих мужчин, которые упоминают, скажем, в Коране из числа тех, которые попадут в рай, их много. А из женщин 4 они. Первый это Асия. Второй это Марьям, Святая Мария. Аллах Азза ва Джалля говорит, что какая она святая была, что Аллах возвысил ее над всеми мирами. Третий это Хадиджа Кубра. Это жена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И четвертый это дочь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Фатима. Что Фатима будет предводительницей всех женщин в раю. Можете выбрать Асия, Да, Фатима. Первый вариант. Асия. Маша Аллах. Пусть Аллах Азза ва Джалля сделает вас наподобие Асии. И пусть Аллах порадует вас Джаннатуль Фирдаусом, иншаллах. Первое. Буду спрашивать у вас Ася бинт Валерий. Согласны ли вы выйти замуж за брата Акмалуддина, сына Насреддина? Да, согласна. Альхамдулилля. Еще я буду спрашивать 3 раза. Согласны ли вы, Ася, дочка Валерий, выйти замуж за брата Акмалуддина, сына Насреддина? Да, согласна. Вы слышали? И Да. первый раз, и второй раз слышали? Да. Ася, дочка Валерия, согласны ли вы выйти замуж за брата Акмалуддина, сына Насреддина? Да, согласна. Маша Аллах. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Брат Акмалуддин, согласны ли вы принять в себе жен Асию, дочку Валерии? Скажи. Бисмиллахир рахманир рахим. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Хотите, чтобы он на русском сказал это? Да. Скажи на русском.
Я принимаю в себе в жен Я принимаю всех жен Асию, Асю, дочку Валерию. дочку Валерию. Бисмиллахи рахмани рахим. Вы слышали, Да. свидетели, что вы будете свидетелем перед Аллахом Азза ва Джалля. Еще раз, бисмиллахи рахмани рахим. Акмалюддин, сын Насруддина. Согласно, то есть принимаешь в себе в жену Асию, дочку Валерию. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Достаточно один. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Приним- принимаю жену Асию, дочку дочку Валерию. Валерию. Еще раз, бисмиллахи рахмани рахим. Акмалюддин, сын Насруддина. Принимаешь ли ты дочку Валерию, Асию, дочку Валерию в себе в жен? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я принимаю жену Асю, дочь Валерию. Альхамдулиллахи раббил аламин. Скажите, сестра, что вы от него хотите в качестве подарка? Кольцо, да? Да. Хиджаб. Будешь, брат? Ну, как сказать? Хиджам, иншаллах, это обязательно будешь подарить, хочешь или нет? А кольцо, иншаллах, ты обязан подарить ей. Иншаллах. Смотри, брат, пока не подаришь ты кольцо, один из условий никаха будет недействительным. Если один из них будет недействительным, она будет разрушена. То есть ты обязан дарить ей кольцо, иншаллах. Альхамдулиллах, аллади джа'аля никаха фасилан байна аль-халяли валь-харам, вассалату вассаламу аля расулилля Мухаммад ва аля сахбихи аджмаин. Прошу Аллаха Азза ва Джалля, чтобы Аллах Азза ва Джалля укрепил вас, вашу семью. То есть Аллах дал вам такую любовь, как Фатима, как Адам, алейхиссалату вассалам, и Хауа, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и Хадиджатуль Кубра, как Фатима, радиаллаху анха, и Али, радиаллаху анхума. И пусть Аллах Азза ва Джалля укрепит вас в исламе, и пусть Аллах Азза ва Джалля даст вам понимание своей религии и направит вас на истинном пути. И пусть Аллах Азза ва Джалля даст вам детей, которые будут служить исламу, религии единобожия. И чтобы Аллах обрадовал вас Джаннатуль Фирдауса. Ва ахру даван альхамдулиллахи раббил аламин. Первым хочу воспользоваться этим моментом, поздравить вас с этим замечательным днем. Не думайте о том, что в таком месте, скажем, да. Но поверьте, что, иншаллах, даже на небесах, иншаллах, ангелы за вас молятся. Тем более за вас, если вы сейчас будете делать дуа, иншаллах, за него или за нас, Аллах Азза ва Джалля примет его, потому что вы сейчас абсолютно на вас нету греха. Абсолютно никакого греха нету. Вы совершенно человек, который нету ни одного единого. Представьте на секунду, вам аннулировали все ваши предыдущие ошибки, грехи, какие бы они ни были, какого величина бы они ни были. Аллах Азза ва Джалля аннулировал их. Аллах дал вам шанс стать лучшим. И поэтому, иншаллах, воспользуйтесь этим шансом. Держитесь за это крепко. И, иншаллах, это ведет вас в Джаннатуль Фирдаус. Альхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Еще раз поздравляю вас с вашим обвенчанием, иншаллах. Родной, да.